Здравствуйте, мои хорошие. В Шибзе мы расскажем вам абхазскую сказку. И называется она «Деревянный молоточек». Жили старик со старухой. У них была единственная дочь. Ютились они в тесной хижине, только одна надежда их утешала, что дочь подрастет и сможет стать им подмогой. Как-то раз старик пошел в лес за дровами. Лес был далеко от дома. Набрал старик хвороста и собрался было домой. Вдруг он услышал страшный грохот и чьи-то тяжелые шаги. В этот миг перед ним появился Адау. Адау – это страшный великан. «Эй, старик!» – грозно закричал он. «Как ты смеешь брать мои дрова? Тебя следовало бы за это крепко наказать. Но если приведешь свою дочь, помилую тебя». Старик поклонился в ноги Адау и поплелся домой. На другой день привел он дочь на то место, где всегда брал дрова. Адау сказал: «Отвези дрова домой, а потом возвращайся сюда. Здесь ты увидишь мои следы. Иди по этим следам и попадешь прямо к моему дому. Смотри, не вздумай меня слушаться, иначе никогда не увидишь свою дочь». С этими словами Адау исчез. На следующий день старик по следам Адау дошел до большого красивого дворца. На балконе сидела его дочь. Девушка увидала отца, кинулась к нему навстречу и радостно закричала: «Отец пришел!» Тут вышел и сам Адау. 2 дня гостил старик у зятя. Когда он собрался домой, Адау дал ему лошадь и в один из хурджинов, кроме съестного, посадил гусыню. «Когда приедешь домой, — сказал Адау, — посади эту гусыню и скажи ей: а ну-ка, гусыня, дай нам то, в чем мы нуждаемся. А когда она даст тебе столько, сколько нужно, скажи: довольно, и она перестанет». Старик вернулся домой и сказал старухе: «Ну, жена, кажется, мы теперь будем жить безбедно. Эта гусыня будет нам подмогой. А ну-ка, гусыня, дай нам то, в чем мы нуждаемся». И гусыня стала нести золотые и серебряные монеты. Старик молчал, пока гусыня не снесла 3 большие кучки золота и серебра. Тогда он решил, что ему вполне достаточно, и приказал ей: «Теперь довольно». И гусыня перестала нести. Старик стал богачом. Построил большой дом, обзавелся хозяйством. А когда наступило лето, старик сказал: «Давай, жена, поедем на целебные воды. Покупаемся в горячем источнике. Это нам пойдет на пользу». Старуха согласилась. Они захватили с собой гусыню и поехали. Приехал старик на место и поручил гусыню хозяину дома, где они остановились. «Присмотри за ней до нашего отъезда. Только, пожалуйста, не говори ей: а ну, гусыня, дай мне то, в чем я нуждаюсь». Хозяин дома нарушил запрет старика и сказал гусыне: «А ну, гусыня, дай мне то, в чем я нуждаюсь». И сейчас же гусыня начала нести золото и серебро. Хозяин этот был нечестный и жадный человек. Он не вернул старику его чудесную гусыню, а заменил другой, похожей. Старик ничего не заметил, взял простую гусыню и уехал. Вернувшись домой, он посадил гусыню в уголочек и сказал: «А ну, гусыня, дай мне то, в чем я нуждаюсь». Но гусыня только громко загоготала. Старик долго упрашивал гусыню, но все было напрасно. Через несколько дней старик отправился в лес к Адау и стал ему жаловаться: «Видно, твоя гусыня
постарела. Она не несет больше ни золота, ни серебра. А Дауд догадался, что его чудесную гусыню подменили. Но делать уже было нечего. Дал он старику новый подарок – молоток. «Когда придешь домой, – сказал он, – прикажи этому молотку: а ну, молоточек, поработай вовсю, делай то, что всегда делаешь». Старик взял молоточек и пошел домой. Старик вернулся домой, он сказал молотку: а ну-ка, молоточек, делай то, что всегда делаешь. Тут молоток подпрыгнул и давай бить старика. Он так усердно бил его, что старик свалился с ног. Но молоток не оставил в покое и лежачего, бил, не останавливаясь. «Хватит! Довольно! Довольно!» – завопил старик. И только тогда молоток перестал бить его. Долго раздумывал старик над тем, за что Адау так наказал его, но так ничего и не понял. Когда настало лето, старик с женой опять отправились к горячему источнику. На всякий случай взял он с собой молоток. Хозяин дома увидел старика и старуху и очень обрадовался. Он первым делом спросил их: не оставите ли вы мне что-нибудь на хранение? И тут у старика мелькнула мысль проверить честность хозяина. Он подал ему молоток и сказал: береги этот молоток, как бережешь свой глаз, и не вздумай ему сказать: а ну, молоточек, поработай вовсю. Хозяин понял, что это, конечно, не простой молоток. А ну, молоточек, поработай вовсю. В тот же миг молоток подскочил, кинулся на хозяина и стал его колотить, всюду набивать ему шишки. Как хозяин не отбивался, как не вертелся, все было напрасно. Хозяин не утерпел и закричал: позовите скорее сюда старика, владельца этого молотка. Когда старик пришел, изнемогший обманщик стал его упрашивать: ну, уйми, пожалуйста, этот свой молоточек, и я тебе верну гусыню. Так вот почему моя гусыня перестала нестись, сказал старик. Ну, так и быть, прощу тебе в этот раз твое плутовство. Хозяин, мошенник, немедленно, ни минуты отдал старику и гусыню. Старик со старухой, довольные, вернулись со своим добром домой и стали жить, не зная нужды, в полном довольстве. Вот так, мои хорошие, за свою жадность хозяин-обманщик был наказан. До свидания, мои драгоценные. До новых сказок.